Ассаламу алейкум, дорогие мои чеченцы. Салам маршал, как говорится. Прежде чем выразить свое мнение по поводу, на мой взгляд, очень глупого и грубого, оскорбительного и никому не нужного аудиообращения доктора философских наук Денга Халидова, хочу отметить, что Денга всего лишь один человек, один житель нашей республики, гражданин, а не дагестанский народ, который очень тепло и с большим уважением относится к братскому чеченскому народу. А во-вторых, большинство дагестанцев не разделяют пронизанные удивительной ненавистью к ближайшему соседу голословные обвинения ученого. Да и язык не поворачивается, если честно сказать, назвать ученым человека, который громогласно, чуть ли не на весь мир утверждает, что у целого народа нет истории, науки. Этот народ якобы страдает комплексом неполноценности, склонен к мифотворчеству и так далее. Честно, не хочется дальше цитировать ничего из этой чуши, которую он нес так долго и безосновательно. Как можно с такой желчью, с таким ехидным тоном говорить о многострадальном, мужественном и гордом кавказском народе? К сведению Денги Халидова и многих недоброжелателей чеченского народа хочу отметить, что во многих аспектах чеченцы, как говорится, идут впереди планеты всей. Многим народам, в том числе и дагестанскому, по многим вопросам очень далеко до чеченцев. Чеченцы часто в своей истории и повседневной жизни, особенно в сложных условиях, казалось бы, безнадежных, умудряются и умудрялись предпринимать такие отчаянные и мужественные шаги, которые и не снились нам, другим народам. Жизнь любого чеченца – это история сама по себе. Подвиг, яркий пример борьбы за свободу и честь своего народа. Это было начиная с шейха Мансура Кунтахаджи Кишиева и заканчивая Джахаром Дудаевым, Асланом Масхадовым, Абдурахманом Автурхановым, Русланом Хасбулатовым, Ахмад Хаджи Кадыровым, Юсупом Темирхановым и многими прекрасными сыновьями Чечни. Долго их перечислять. А многолетняя героическая борьба чеченцев под предводительством великого имама Шамиля, разве это не история? Денга Халидов в первую очередь не прав как мусульманин, как человек. Потом он не прав как сосед чеченцев, как кавказец. Да и как ученый он абсолютно не прав. И не тот вопрос главный, был в Гунибе чеченский наиб Байсангур или не был, воевал он там или не воевал. Главный вопрос в том, что весь мир знает, что чеченцы, в том числе и Байсангур Беноевский, храбрый наиб имама Шамиля, на протяжении многих лет у себя в Чечне воевали с врагом и как зеницу ока берегли нашего общего имама. И кто знает, остался бы имам в Чечне, был бы повод сегодня многим спиной во рту обсуждать вопрос о том, что сдался в плен имам Шамиль или не сдался. Я уверен, что чеченцы ни за что не предали бы имама и до последней капли крови сражались с врагом, защищая его. Потому и не было бы такого повода сегодня. Можно долго и много говорить об этом удивительном, храбром, добром и достойном народе, приводя сотни примеров. Но сегодня у меня нет такой задачи.
чтобы быть защитником или адвокатом чеченского народа. Потому что чеченцы не нуждаются ни в моей, ни чьей-либо защите или поддержке. Они в любом месте, любому могут ответить за себя. В этом нет никаких сомнений. Я сегодня просто хочу сказать честно, не скрывая ни от кого и не стесняясь никого, что я очень уважаю, ценю и люблю моих дорогих новчих братьев. А эту любовь к чеченцам, ко всему чеченскому, во мне с детства прививал мой ныне покойный отец, который дружил с ними, с чеченцами, часто ездил в Чечню, знал почти наравне с чеченцем чеченский язык, войнахские адаты и обычаи. И он часто мне говорил, я помню: сынок, знай, что надежнее чеченца ты не найдешь в своей жизни друга или кунака. Ради друга и кунака чеченец, любой чеченец, душу тебя отдаст. На любой шаг пойдет. В любой ситуации будет рядом и выручит. Впоследствии, к моему счастью, жизнь не раз подтвердила, что отец был прав на все 100%. Да и многочисленные мои чеченские друзья, сослуживцы, кунаки и коллеги ни разу не подводили меня и уверен, что не подведут. И потому до глубины души задело меня это неприятное, непонятное и провокационное аудиозаявление, вернее обращение доктора наук, общественного деятеля, бывшего советника главы Республики Дагестан Денга Халидова. Кто-то может сказать мне, что обращение Халидова был ответом на аудиозапись чеченца, который призывал своих земляков решить ауховский вопрос силовыми методами, то есть чинить самосуд над аварцами, лакцами, даргинцами и так далее. Это его слова. В WhatsApp гуляют это обращение. Но слушайте, уважаемые друзья, Денга Халидов ведь не юноша, не смышленый, не человек с улицы, не какой-то безграмотный пастух горный. Разве можно интеллигентному ученому человеку подаваться на такие глупые заявления одного провокатора и выступать и отвечать так же глупо, неэтично, задевая целую нацию, весь чеченский народ? И вообще возникает вопрос, кто такой Денга Халидов, так грубо говорит о чеченцах, об их истории, о наличии или отсутствии у соседей каких-то комплексов. И что он ответит на вопрос, если любой чеченец спросит у него: зачем ты, дорогой товарищ, с какой целью, зачем ты отозвался о нас в таком уничижительном и ехидном тоне? И какое право ты имеешь вообще рассуждать о чеченском народе и называть нас мифологами, националистами? Наш народ прошел очень трудный, очень мужественный, очень долгий путь. И не вам, ни тебе, ни другим судить о нас. Что он скажет? По-моему, ничего не скажет. Что тут сказать? Они же правы. Кстати, любовь ко всему своему, в данном случае любовь чеченцев к своему народу, к своим обычаям, к своему языку, мы это прекрасно знаем, это не есть национализм. Это, наоборот, большой патриотизм, гордость за свой народ и республику, за свои обычаи, адаты. И поэтому я не считаю, что чеченцы склонны к национализму. Вот. Любой чеченец, я уверен, в любой точке земного шара, если услышит чеченский говор, допустим, нохчеву или что-то другое слово, обнимет тебя и спросит: брат, чем помочь? Это для них святое. А мы стараемся, вот дагестанцы в основном, я о других не могу судить, вот, например, аварцы даже, говорит чисто на русском,
дабы не выдавать свою национальность, чтобы не знали, что мы земляки. А для чего, я не знаю. А для чеченцев это святое. Так что, уважаемый дагестанский народ, я знаю, что многие из вас тоже осуждают это обращение, разочарованы этим обращением. Я тоже на самом деле очень даже разочарован, недоволен. Не надо было этого делать. Народы, не бывает, чтобы народ плохой был, полностью один народ. Есть, в каждом народе есть хорошие люди, есть и плохие есть люди. И поэтому, когда что-то говоришь, что-то даешь на суд людям, читателям, зрителям, надо подумать, стоит ли, правильно ли я поступаю, какая реакция будет. Вот этим заявлением, вот этим своим обращением Денга Халидов, я уверен, потерял уважение даже тех чеченцев, которые относились к нему симпатией. Мне кажется, были много чеченцев, было среди коллег, среди товарищей, которые симпатизировали его. И я слушал одно обращение одного чеченца, он тоже так же говорил, что было хорошее мнение о Денга Халидове, но его вот это оскорбительное выступление не может вызвать, кроме гнева, осуждения. В конце хочу пожелать братскому чеченскому народу процветания, мирного неба над головами. Я всегда радуюсь, интересуюсь успехами чеченцев и дальше буду радоваться, дальше буду следить, потому что это во мне заложено. Я еще раз хочу подчеркнуть, что у меня, кроме уважения, любви и симпатии, нет к этому народу никаких других чувств. Я рад этому. Я уверен, что мои друзья, мои коллеги, многочисленные, тоже так же относятся ко мне. Дай Аллах, чтобы все было хорошо у вас в Чечне. Всех благ вам. Ночи.